Добрый вечер, уважаемые телезрители Сулейман-Стальского района. Сегодня я, районный инфекционист Халидова Салихат Ахмед Расуловна, хотела бы вам дать краткую информацию о коронавирусной инфекции, уже известной всем, и о ее неспецифической профилактике. Вообще, всем известно, что коронавирусная инфекция пришла к нам в 2019 году из китайской провинции Ухань. Непосредственно у нас в районе она появилась в 2020 году, в апреле месяце, и с этого времени уже около 2 лет мы боремся с этой инфекцией как на амбулаторном этапе, так и стационарно. За 2021 год по стационару у нас прошло более 500 больных. Из них более 200 больных были с положительным ПЦР, установленным диагнозом коронавирусной инфекции. Более половины больных перенесли это заболевание в средней, тяжелой и тяжелой форме. К сожалению, у нас и не обошлось и без смертности, около 20 смертных случаев. Но были и переводы в другие города, то есть город Махачкала, Дербент, более 30 случаев перевода. Но несмотря на это, около 500 тех больных, которые прошли через наш стационар, около 50 больных были вакцинированы. Но смотря на тех больных, которые были вакцинированы, даже первым компонентом вакцины, и на тех, кто не был вакцинирован, конечно, эти больные у нас перенесли заболевание намного легче. И летальности среди них не было. Сегодня хотела бы поговорить о небольшой информации, дать о новом штамме, который уже завезен в Российскую Федерацию. Уже 3 случая было обнаружено в городе Махачкала. Новый штамм омикрон. Что такое омикрон? Омикрон – это новый штамм вируса коронавирусной инфекции, который вызывает заболевание. Штамм отличается от других большим количеством мутаций. Всемирная организация здравоохранения присвоила омикрону статус, вызывающий озабоченность. Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что мутация омикрона повышает заразность вируса. Они усиливают связываемость с рецепторами и проникновение вируса в клетки. Некоторые ученые считают, что штамм развился у человека с ослабленным иммунитетом. Организм не смог бороться с вирусом, который в свою очередь адаптировался к особенностям и видоизменялся. Этот процесс исследователи называют микроэволюцией. Новый штамм омикрон появился в первой половине 2021 года в Южной Африке, где за последние 3 недели увеличилась заболеваемость коронавирусом. Название омикрон дали ему, конечно, с греческого языка, как и остальным штаммам, дельта-штамм, и теперь и омикрон-штамм. По сути, это не новая коронавирусная инфекция, а всего лишь ее вариация уже известной инфекции нам. Существуют следующие симптомы этого штамма омикрона. Российские врачи считают, что эти симптомы связаны, они более схожи с симптомами респираторных инфекций. То есть это высокая температура, это слабость, это подкашливание, першение в горле, расстройство памяти. Зараженный новым штаммом может жаловаться также на миалгии, боли в мышцах, на субфебрильную лихорадку. Но самое первое, на что жалуется больной, это першение в горле. И, конечно же, общие симптомы интоксикации, то есть головные боли, озноб и так далее. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил о том, что дети заболевают омикроном в 2,5 раза чаще, чем взрослые. И у них появляются такие же симптомы, как и у взрослых людей. Также известно, что заболевшие омикрон штамм в возрасте до 40 лет жалуются на усталость, продолжающуюся изо дня в день, на головную боль, на боль в теле. Также кто-то из них и отмечал и непродолжительный кашель, хотя при этом уровень кислорода в крови у таких пациентов остается в норме. Впервые, как я уже сказала, омикрон появился в первой половине 2021 года в Южной Африке, и уже более 100 случаев заражения в первую неделю. Далее он перекинулся в Европу, то есть в Австрию, Германию, Францию, Чехию, Италию и так далее. Через несколько дней уже Евросоюз ввел уже запрет на въезд из африканских государств. Но, несмотря на это, омикрон прибыл и в Россию. Прибыл он из Египта, и это завозной штамм для нашей страны. Чем он опасен? Ученые медицинского факультета Гонконгского университета провели исследование и выяснили, что новый штамм омикрон размножается в 70 раз быстрее исходного
и предыдущих штаммов. Следовательно, он и передается быстрее. При этом в легких омикрон распространяется в 10 раз медленнее исходного штамма, поэтому болезнь может протекать легче. Штамм отличается от других большим количеством мутаций. В омикроне их около 32 новых мутаций. Это вдвое больше, чем даже в дельта-штамме. Из-за этого он более устойчив к существующим вакцинам, а иммунная система человека, при этом сформировавшаяся после перенесенной инфекции, другим штаммом может не справиться с болезнью. Но, несмотря на это, ученые, конечно, продолжают исследовать омикрон-штамм. Известно, что есть и смертность среди заболевших этим омикроном, но смертность выявлена в США, в странах Европы и так далее. Далее, сам омикрон в России распространился, значит, на 30 декабря 2021 года зарегистрировано более 106 случаев заражения новым штаммом. Об этом сообщил и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, тяжелых случаев нет, пациенты проводят время в стационарах, их состояние стабильное, и многие из заразившихся имеют иммунитет благодаря вакцине от COVID-19 или уже перенесли это заболевание. И самый, наверное, волнующий вопрос всех и медицинских работников, и жителей нашего района: помогает ли вакцина, прививка, та прививка, которая у нас есть, от штамма омикрон. Для начала скажем так, первый случай заболевания омикроном в США выявлен был у полностью вакцинированного человека, но при этом он перенес это заболевание в легкой форме. Наша вакцина «Спутник Ви» или ГАМ-КОВИ-ВАК, российская вакцина, по предварительным данным обеспечивает надежную защиту от тяжелого течения болезни и госпитализации при заражении. Она не обеспечит вас от полностью, если говорить простым языком, не спасет, но вы перенесете это заболевание в легкой форме. Также наши российские вирусологи утверждают, что идет разработка модификации вакцины. Более 100 миллионов доз улучшенного более спутника Ви, и их могут выпустить только в феврале 2022 года. Но при этом препарат, который сейчас вакцинирует людей, он остается более высокоэффективным. Поэтому в конец хотела бы сказать, наш прививочный кабинет работает ежедневно. Приходите, вакцинируйтесь, берегите себя и своих близких. Спасибо.